Отряд, стройся! Равняйсь! Смирно! Направо! Шагом марш!
В самом центре села Хатыстыр стоит памятник. На 9 черных мраморных плитах выгравированы имена. Имена тех, кто навсегда остался лежать между Карпатами и Балтийским морем. Они отдали свои жизни ради тех поколений, кто не знает, что такое война, ради нас с вами. 116 имен. Кто они? Я, Архипов Георгий, снайпер 32-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии, уроженец Алданского района, погиб 19 декабря 1942 года. Похоронен в городе Бурзулук Оренбургской области. Я, Инохов Гаврил Михайлович, работал охотником в колхозе имени Чкалова, призван в армию в 41-м, участвовал в боях под Сталинградом. В 42-м получил тяжелое ранение, после выздоровления был вновь направлен на фронт. Погиб в бою в 43-м, место захоронения не установлено. Я, Андреев Гаврил Николаевич, Эвенк, уроженец Учурского района, был призван в 1941 году, пропал без вести. Я, красноармеец Гермогенов Николай Петрович, уроженец Учурского района, погиб 9 августа 1944 года, похоронен сад господского двора Казимирской волости, Польша. Я, Эвен, из Алданского района, капитан Соловьев, за 4 дня до победного салюта погиб, увлекая в атаку своих бойцов, посмертно награжден орденом Красной Звезды. Я, Морфусалов Афанасий Георгиевич, был председателем сельсовета Буягинского наследия. В 42 году был призван на фронт, в 43-м пропал без вести. Я, Эвенк Павел Алексеев, студент Ленинградского института имени Герцена, вступил в народное ополчение, сражался на Кимсевском направлении, назначен парторгом роты, погиб под деревней Креково. Перед смертью успел передать своему учителю по институту стихотворение, написанное в перерывах между боями. По улицам и переулкам полки за полками идут, и сердце колотится гулко, клянусь, что враги не пройдут. Я тоже стал городу сыном, и тоже шагаю в строю. Взглянул я на синее небо, и мать припомнил свою. Припомнила, как напоследок платок развивался ее. Припомнила старого деда, вручившего мне ружье. Припомнил родимые из детства Якутию, Лену, тайгу. Припомнил горячее золото на солнечном берегу. Я дымную юрту припомнил, где в шкурах ребенком лежал. Припомнил я скалы огромные, где вырос и возмужал. Припомнил я все и гордо свой новенький сжал автомат. И песня гремела над городом. Спокойно спи, Ленинград. Учился в твоем институте, с подругой гулял над Невой. И как за родную Якутию иду я сегодня в бой. Иду за тебя, по сыновье, и если погибну в бою, то пошлешь ты на Лену в становье солдатскую клятву мою. Клянусь, что равны мне дороги Якутия и Ленинград. Клянусь, что узнают вороги, как стреляет мой автомат. В годы Великой Отечественной войны из Алданского района были призваны сотни представителей коренных народов Севера. На полях сражений они отличились как меткие стрелки. Потомственные оленеводы и охотники стали на фронтах разведчиками, снайперами, лыжниками, кавалеристами. Первый конный корпус Первого Белорусского фронта. 995-й горно-стрелковый полк Забайкальского фронта. 708-й стрелковый полк Ленинградского фронта. Железнодорожные войска Украинского фронта. Дальневосточный фронт. Именно с этих фронтов летели в далекую Якутию весточки. Kim geldi? Daraba Maria, kaya kayılaron. Daraba katadis. Kir. Haya katak kepse. Ödevine tuğ kolum var. Hassın maska taksa bitiyor. İnternat bitiyor, mas bitiyor. Ay tatakkalık bu yürü kötü. En tuğhanın. Min bu ha istenel arabun. İkilükleri abaraktı. Ok. Maria, bu fırında suru kaldı. Oy surum geldi de. Olar bu dölbüdür gabit mitere. Suruk kata. Üçügay halun. Ağabey bu çaydı.
Оңорон катаагы канаре. Быратым ытаахтаабыт. Кетери сырда тараманы. Ахтар саныра жиим Мария Петровна мен аппыттан дорабата тут. Жа хайдах туох олорогут доробыягыт чааха хайдагый. Мен сылжабын пока тыннах, доробуя мүчүгей. Только немистер түүнай кире тураллар. 200 метре сыталлар. Онсүрей. Кругом жамаға сытабыт. Же бу бары бит наказ. Же. Кихи бахын быктар бат. Булжа мина онна ыракан орудияннан ыта сыталлар. Немецтар. 2 өттү бүтүнөн өлүү элбэх. Мен ытабын бәйем уанна табарыстарым картыскаларын. Көрө саны сылжаргатыгар. Эгидиттен бирде суругу туталикпин. Ну табарыспар каждый минута бағалақ. Төһөдө эрейин сорда болар суройду. Гермогенов 6 ноябрь 1904 сыл. Быратым Никус. Эргиен эрекел. Как ждали дома солдатские письма-треугольнички. Пришло письмо. Жив солдат. Когда я вижу, как убитый сосед мой падает в бою, я помню не его беды, я помню про его семью. Мне представляется невольно его обманчивый уют. Он мертв уже, ему не больно, а их еще письмом убьют. Извещение под номером 300. Ваш брат, красноармеец Гермогенов Николай Петрович, уроженец Учурского района поселка Чегда, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 9 августа 1944 года. Похоронен в сад господского двора Казимишской волости, Польша. Я никогда не видел деда. Он в 41-м под Смоленском пропал, не встретив День Победы. В боях тех у деревни Энской. И от него осталось фото. На нем он снят перед войной. В военной форме возле дота. Красивый парень молодой. И нет покоя в моем сердце. Не отпускает та война. На все запросы неизвестно. Архив ответил для меня. Казенный бланк, простой листочек. Всю жизнь свою я берегу. И 41-й между строчек я вижу будто наяву. Тот бой у той деревни Энской я представлял себе не раз. Хранит земля в краю Смоленска всех неизвестных и сейчас. Я никогда не видел деда. А мой дед Енохов Афанасий Николаевич был призван на фронт в 1943 году. Участвовал в боях в составе 708-го стрелкового полка на Ленинградском фронте.
В одном из боев под Нарвой был тяжело ранен в живот. Превозмогая боль, перевязав живот с почти вывалившимися внутренностями, мой дед 1,5 дня шел до госпиталя. Врачи и санитары с глазам своим не поверили, ведь с таким ранением не живут. Эвенг, родившийся в рубашке, впоследствии назовут моего деда. Я и моя семья гордимся нашим дедом. Сон солдата воинам Эвенкам посвящается. Я выжил в этой войне и смог вернуться домой, но до сих пор не в себе от страшной памяти той. Война все время со мной, она приходит во сны, как будто нет ничего, кроме этой войны. В том каждом сне я с войной наедине остаюсь, как будто снова я в бой с друзьями-братьями рвусь, и снова пули свистят, вжимая в землю наш свод, и молча губы кричат: «Вперед, ребята, вперед!» Мы вместе были в бою, мы спали рядом в пути, в одном солдатском строю пришлось нам вместе идти. Ко мне они иногда приходят тихо во сне, оставшись там навсегда на беспощадной войне. Скажу спасибо судьбе, что смог вернуться домой, но ночью снова во сне пойду я с братьями в бой. Мужей, братьев, сыновей заменили дети, старики, женщины. Все для фронта, все для победы. Такой был лозунг каждого, кто ковал победу в тылу. На смену ушедшим на фронт кадровым охотникам пришли женщины, молодежь и ветераны промыслового дела. Особенно отличились женщины-охотницы: Авилова Анастасия Петровна, Гермогенова Мария Петровна, сестры Авиловы. Охотники Алтана внесли ощутимый вклад в валютный фонд страны. В рубрике «Добыча пушнины» важный фронтовой заказ. Газета «Алтанский рабочий» приводила следующие факты. За 4-й квартал 1943 года охотники Кемтонского района сдали пушнины на 103%. Другие бригады выполнили задание на 170%. А в небольшой заметке от 18 октября 1944 года Мартынов пишет: охотники Белецкого наслега решили квартальный план пушнозаготовок 7 ноября выполнить на 145%. Наша страна победила в Великой Отечественной войне благодаря прочному тылу, где самоотверженно трудились миллионы семей. Почти каждая семья в любом уголке огромной страны показывала чудеса самоотверженного труда. В нашем наследии такими семьями были Авиловы, Сосины, Еноховы. А сколько пережили женщины в годы войны? Какая безмерная тяжесть легла на их плечи. А как переживали матери за своих сыновей, ушедших на фронт? Павлова Варвара Андреевна проводила на фронт 4 сыновей. Вернулся только 1. Авилова Акулина проводила 3. Никто не вернулся. По-русски мама, по-грузински нана, а по-венкийски ласково эне. Из 1000 слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг, и на устах солдата в час смертельный последним зовом становилось вдруг. Тревожится за сына постоянно, святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана, а по-венкийски ласково эне. Дети,
войны. Какое странное сочетание. Дети войны. Моя бабушка родилась в 1933 году. Когда началась война, ей было 8 лет. Я помню, когда мне было 8 лет, я не знала, что такое война. Я не знала, что дети работали наравне со взрослыми. Вместе со своими сверстниками моя бабушка заготавливала дрова, копала картофель, садила турнепс, ухаживала за младшими братьями и сестрами. Весенний дождь закинул в угол книжки, без лишних слов, как требует война. До срока повзрослевшие мальчишки, мы на таку трудились допоздна. Мы жили, как за каменной стеной, глубокий тыл, а где-то шли сражения. И отзвуком того, что звалось войною, почтовые служили извещения. О, эти письма! Письма, похоронки, людской беды, свидетели слепые. Мы жили далеко, на севере, но были все равно на фронте. Малолетние дети войны шли от парты к станкам, на заводы, на колхозных делянках страны вместо взрослых трудились в те годы. Не играли ни в куклы, ни в мячики, от бомбежек порой не до сна. Детство кончилось. Девочки, мальчики, отняла ваше детство война. Ничего нет страшней похоронки. Сколько их приходило тогда. Сиротели мальчишки, девчонки, потерявшие отцов навсегда. Вы работали детским трудом, приближая наш праздник Победы, чтобы счастье вошло снова в дом, чтоб все радостью были согреты. Будьте счастливы, бабушки, деды, дети страшной суровой войны. Пусть сияет салют в день Победы, пусть вам снятся спокойные Проходят сны. годы, но в нашей памяти никогда не изгадятся беспримерные подвиги наших земляков в годы войны. 20 августа 2009 года в колхозе имени Кирова в 110 километрах от Верхней Амги установлен обелиск, на котором золотыми буквами высечены имена всех участников Великой Отечественной войны из буягинского наслега. А 20 сентября 2014 года во знаменование 70-й годовщины Победы был организован десант памяти. В селе Угино был установлен памятник 114 эвенкам, ушедшим на фронт из Учурского района. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающим этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. Вечная память нашим землякам, великим сынам эвенкийского народа, учителям, студентам и охотникам, оленеводам из сел. Ганам, Угаян, Турканда, Дзиганда, колхоза имени Кирова-Буягинского наслега, колхоза Хаппарастав, колхоза имени Ленина, имени Сталина, Серпа и Молода, колхоза имени Молотова, имени Чкалова, колхоза Красная Звезда. Пусть не все герои, те, кто погибли, павшим Вечная слава! Вечная слава! Это нужно не мертвым, это надо живым! Вглядитесь в имена на обелиске. Как много среди них односельчан. Помянем их, таких родных и близких. Карамзины, Авеловы, Ивановы, Марфусалов, Пудовы, Еноховы, Соловьевы, Гермогеновы, Стрючковы. Они ушли из жизни молодыми.
свободную страну оставив нам, остались в памяти красивыми такими. Их внуки стали старше по годам. Живущие сегодня люди, встаньте, постойте так минуту в тишине и клятву верности отчизне нашей дайте. Не забывайте, люди, о войне.